У нашего московского зрителя, казалось бы, очень искушенного, есть уникальная возможность услышать, как звучит Шекспир на других языках. Например, на киргизском. Я более чем уверен, что никто никогда в Москве этого не слышал. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. В День всех влюбленных зрители Московского молодежного театра увидели необычную постановку. До боли знакомая всем пьеса зазвучала на нескольких языках – русском, китайском, арабском, сербском и, наконец, кыргызском. Спектакль был разделен на 4 новеллы – «Встреча», «Венчание», «Расставание», «Смерть». В каждой из них роли главных действующих лиц играли новые актеры. Следовательно, в пьесе 4 Ромео и 4 Джульетты. Многие действующие лица, как и наш соотечественник Фархат, непрофессиональные актеры. Режиссеры театра дали возможность студентам и обладателям других профессий показать свои скрытые таланты. Когда-то мы разбрасывали камни, а теперь пора их собирать. Пора говорить одним языком, языком любви. Фархат работает в одном из московских ресторанов поваром-сушистом. Его с детства тянуло к сцене. В свободное от работы время Фархат играет в театре «Аян», который основан нашими соотечественниками в Москве. Трагедия со счастливым концом. Для зрителей был приготовлен сюрприз. Под бурные аплодисменты зрительного зала Фархат сделал предложение своей настоящей Джульетте Акалай. Для вас это был сюрпризом, да, то, что вот Фархат сегодня попросил ваши руки? Да, сюрпризом было. А вы не ревновали к Джульетте? Нет. Мы начали встречаться с декабря месяца. За это короткое время мы полюбили друг друга и готовы создать семью. Как вам спектакль? Все хорошо, на самом деле, самый лучший спектакль в мире, который я видел. Все, что понравилось? Ну, больше всего понравилось, как в конце пацан сделал у юной китаянки предложение. Это не китаянка, это кыргызка. Ну, не суть. Спасибо большое, то, что вы меня спросили. Но я пошел, мне там надо еще делами заниматься. Как говорил Уильям Шекспир, все хорошо, что хорошо кончается. Эрбек Молдакунов, Оскар Улан-Улу, Алату 24, город Москва.